чего начинается Родина? Наверняка у каждого в ассоциации возникает родной дом, родная улица, бескрайние степные просторы родного края. И каждому из нас так хочется оставить на карте координаты своих новых открытий. Ради этого не обязательно странствовать по далеким странам, так как неизведанное таится совсем рядом. В этой истине убедились юные жасулановцы общественного объединения детско-юношеской организации «Жасулан». И этот фильм – итог их работы в рамках экспедиции «Аулым алтын бесігім». Жасулановцам довелось посетить и побывать в местах захоронения легендарных личностей, ступать по земле, где они оставили свои следы, где сооружены мавзолеи в их честь, и тем самым прикоснуться к тем событиям, о которых они прежде, может быть, и не знали. Собранные по крупицам сведения, легенды, услышанные из уст старожилов, богатейший фото- и видеоматериал дают представление об уникальной природе Торгайского края, его богатом историческом и культурном наследии. Екыдын – это два древних сооружения, относящиеся к XIII веку. Сложные из камней, они служили смотровыми вышками для казахских сарбазов. По форме напоминают юрту или искусственный курган. Верхнюю часть сооружения венчает искусно сделанное отверстие. Оно служило для дымоотвода. В минуту угрозы караульные разводили огонь, и дым от этого огня был сигналом о приближении недругов. Неподалеку от сооружения Екыдын, в низменной части степной равнины, расположены старые захоронения. Среди них высится мавзолей легендарного народного героя Жауке Батыра. Этот человек известен своими воинскими доблестями и как ближайший сподвижник знаменитого Кенесары хана. Жауке Батыр родом из этих мест. Дата его жизни – 1819-1879 годы. Как и полагается воину, он большую часть своей жизни провел в походах и сражениях, подолгу не слезая с седла. Свой боевой путь завершил далеко от родных мест. Будучи тяжело раненым, Жауке Батыр был доставлен туда, где родился, и там нашел свое последнее пристанище. Здесь же, рядом на возвышенности, в честь 175-летия своего знаменитого предка, его потомки во второй половине 90-х годов прошлого столетия установили скульптурное сооружение. Памятный знак, стилизованный под воинский шлем, виден издалека и служит напоминанием путнику об отважном Батыре. Почти в непосредственной близости от села Екыдын возвышается в степи мечеть в честь легендарного Жауке Батыра. Мечеть была построена в конце 19 столетия одним из сыновей Жауке Батыра. Более чем 100 лет этому культовому сооружению из красного кирпича. Мечеть служила не только молельней для верующих, но и в качестве школы для аульной ребятни. При мечети было медресе, где детей обучали арабской грамоте и основам ислама. Местности вокруг двух соседних сел Екыдын и Жанакала изобилуют старыми могильными сооружениями, построенными в честь знатных людей. Среди них мавзолей Шонби, сооружен в конце 19 столетия. Слово «би» – емкое понятие. В казахской степи статус «би» мог заслужить только человек неординарного ума и пользующийся огромным авторитетом в народе. Звание «би» не передавалось по наследству и не обозначало принадлежности к социальному сословию. Только человек с незапятнанной репутацией мог заслужить право, чтобы к его имени уважительно добавляли слово «би». Шон заслужил эту почетную приставку благодаря своей мудрости, недюжинному уму и умению справедливо разрешать все споры и конфликты. Мавзолей, сооруженный на месте захоронения, свидетельство его авторитета в степи. Высота купола мавзолея достигает 10 метров. Увы, мавзолей Шонби крайне нуждается в реставрационных работах.
Кирпичная кладка местами дала трещину, и некогда монументальное строение вполне может разрушиться. Кыстам – девичий мавзолей. Один из редких памятников старины, воздвигнутых в честь женщины. Дата его сооружения относится к концу XIX – началу XX веков. Ореолом романтической истории окружено это могильное сооружение. Некогда в этих местах, близ сел Екыдын и Жанакала, делили богатые пастбища два знатных и богатых рода. Затем они породнились, так как Батима, дочь Бая Алыса, была засватана за сына Бая Коныр-Кулжы. Но случилось так, что неожиданно Батима умирает. С тем, чтобы не прерывать родство, Коныр-Кулжа предлагает Алысу выдать замуж младшую сестру покойной Батимы Казину. Казина, понимая, что ее отказ может испортить былые добрососедские отношения между двумя родами, дает согласие соблюсти старые степные обычаи. Но при этом она ставит два непременных условия. Первое – соорудить мавзолей в честь своей горячо любимой сестры. И второе условие – устроить большой той в честь своей свадьбы. По ее воле на той должны быть приглашены все родственники и друзья с обеих сторон, которые за общим дастарханом должны навсегда забыть все свои прежние обиды и ссоры. Таким образом, она сохранила мир и покой между двумя влиятельными родами и увековечила память своей сестры. С тех пор, вот уже более столетия, высится Кыстам как память не только о человеке, захороненном под его сводами, но и как памятник девичьей мудрости и самопожертвования. Примерно в 250 километров от Аркалыка расположена уникальная усыпальница Махат-Саханасы. В народе она получила название Сахнатам. Рядом с необычным мавзолеем установлена табличка, где указана дата его сооружения – начало XX века. Но существует мнение, что Махат-Саханасы воздвигнута в XVIII веке. Но не датой своего сооружения и даже не архитектурным отличием примечательно это могильное сооружение. Внешне оно выглядит, как и все мавзолеи, раскинутые в здешних краях. Но особенность этого мавзолея в уникальном способе захоронения. По всей видимости, подземная часть мавзолея оборудована хорошо продуманной вентиляционной системой. В этом склепе и поныне в специальных искусно сделанных из камня нишах можно увидеть хорошо сохранившиеся останки. Местность Маятас примечательна своим необычным ландшафтом. Его окрестности представляют цепь небольших холмов, изрезанную каменистыми оврагами, напоминающими собой ущелья. Сравнение с горными ущельями в данном случае вполне уместно. Во-первых, на такое сравнение наталкивает каменистая почва и часто встречающиеся каменные отложения. Забравшись на одну из возвышенностей, можно увидеть теряющуюся вдали речку, которая бежит, словно зажатая меж гор. Но не только своим живописным пейзажем примечателен Маятас. В его недрах скрыто немало полезных ископаемых. По словам местных старожилов, он содержит свинец, олово и даже золото. На склонах возвышенностей нередки сохранившиеся с давних пор пещеры. Одна из них расположена в местности, именуемой Зимовка Рыскельде. Очень красивое зрелище представляет эта пещера, расположенная на самой вершине каменистой возвышенности.
пещера находится в местности Актобе, что в переводе с казахского означает «белая вершина». Без проводника, хорошо знающего здешние места, сюда трудно добраться. Пещера спрятана в одном из самых укромных мест. Снаружи она представляет собой небольшое каменистое отверстие, но внутри оно достаточно просторно. Кроме того, в окрестностях Маятас можно обнаружить необычные камни с затейливым узором символических знаков. Трудно определить их возраст и их предназначение, но, несомненно, они представляют собой научно-исследовательский интерес. Не исключено, что это остатки каких-то древних наскальных изображений. Костам. Два мавзолея, словно близнецы, устремленные куполами ввысь. Еще один памятник старины между селами Екыдын и Жанакала. Они были построены примерно в середине XVIII века в честь двух братьев Байхожа и Айхожа, которые принадлежат к знатному роду. Достаточно сказать, что среди их предков были Батыр, Бии и даже хан. Конечно же, Байхожа и Айхожа и сами отличались праведной жизнью. Можно предположить, что двух братьев связывала очень тесная связь, заложенная в схожести имен. В их честь высится в степи два некрополя, расположенных по соседству. Даже само название Костам, что в переводе с казахского обозначает буквально «спаренный» или «двойной мавзолей», говорит о схожести судеб тех, кто здесь захоронен. Абдигапар хан, Абдигапар Жанбосын Улы. Мало кто знал, что эта легендарная личность покоится в скромной могиле неподалеку от села Жанакала. Местные старожилы рассказывают, что в свое время они опасались вслух высказываться по этому поводу. Лишь только с обретением независимости постепенно приоткрылась завеса таинственности вокруг имени этого человека. Он был одним из идейных вдохновителей национально-освободительного движения 1916 года. Но по своему социальному происхождению Абдигапар хан, конечно же, не вписывался в советскую идеологию, поэтому долгие десятилетия его роль в восстании 1916 года замалчивалась, а его имя было предано забвению. Абдигапар Жанбосын Улы еще при жизни стал называться ханом, хотя к этому времени институт ханства был упразднен в Казахстане. Абдигапар вошел в историю как неофициально коронованный хан. Обладая огромным влиянием степей и пользуясь безусловным авторитетом, он способствовал тому, что под знамя Амангельда Иманова объединилось многотысячное войско. Неподалеку от села Тастинский расположен мавзолей народного героя, сподвижника Амангельда Иманова Кейкы Нурмагамбет Какимбай Улы из рода Кипчак. Имя Кейкы Батыра овеяно романтическими легендами, благодаря которым он вошел в историю как народный герой. Его, наверное, можно поставить в один ряд с героями народных эпосов. Правда, в отличие от эпических героев, Кейкы Батыр был реальной исторической личностью. Благодаря невероятному умению стрелять без промаха, он наводил ужас на своих врагов. Он был уникален тем, что стрелял не целясь, навскидку. Кейкы Батыр воплотил в себе неукротимый, свободолюбивый дух степных номадов. Пожалуй, из-за этой своей черты характера он был ярым противником насаждения какой-либо власти на родной земле. Выступив с оружием в руках против царского режима, он не сложил оружие и с приходом советской власти. Кейкы Батыр погиб в перестрелке от рук чекистов в 1921 году неподалеку от реки Желаншик на территории нынешнего Амангельдинского района. Надо сказать, что судьба Кейкы Батыра была трагична не только при жизни, но и после смерти.
Долгие годы его имя официальная советская историография пыталась придать забвению. До сих пор нельзя достоверно утверждать, где покоятся останки Кейкобатыра. Существует множество версий относительно обстоятельств его гибели и места его захоронения. Известно, что череп Кейкобатыра хранится в знаменитой Санкт-Петербургской кунсткамере. Жасулановцы считают, что они должны исполнить чисто человеческий долг по отношению к покойному. Для этого нужно провести ряд необходимых процедур и довести до конца начатое дело по возвращению черепа Кейкобатыра на историческую родину. Лишь только с преданием земле останков героя, считают они, мятежный дух Кейкобатыра обретет покой. В 85 километров от города Аркалыка расположен мавзолей Кутан-Аулие. Годы его жизни 1699-1780. Кутан-Аталык-Улы был признан святым еще при жизни. Он отличался мудростью, умом и проницательностью, даром предвидения и знахарства. Не случайно народная молва утверждает, что он был членом совета великого Аблайхана. Родина Кутан-Аулие – предгорье Улытау. В Торгайских степях он кочевал со своим аулом. Существует легенда о том, что перед смертью он завещал, чтобы его водрузили на верблюда и там, где этот верблюд сделает остановку, предать земле его прах. Сородичи исполнили последнюю волю покойного. Даже по истечению почти 230 лет после его смерти к месту захоронения тянутся паломники в надежде избавиться от хвори и принести молитву и поклониться праху усопшего. Его мавзолей несколько раз переживал реконструкцию. Потомки святого на месте могильной плиты соорудили в 1977 году кирпичный мазар. Свой нынешний окончательный вид мавзолей приобрел в 1994 году. Буквально в считанных километрах от села Каенды высится в степи мавзолей в честь Кулумбет-Аулие. В переводе с казахского «Аулие» означает «святой». Кулумбет обладал даром провидения, умел распознавать и лечить болезни. Его слава простиралась далеко за пределы родного края. И до сих пор к месту захоронения этого святого человека устремляются с надеждой на излечение немало больных и страждущих. Существует поверье, что на посетившего мавзолей окажет свое влияние чудодейственная сила святого. Местные жители передают из уст в уста, что в нынешних его потомков правнучка Кулумбета Аулие также обладает даром распознавать и лечить болезни. Узнав о том, что Жанат проживает в селе Урпек Амангельдинского района, жасулановцы отправились в соседний район с тем, чтобы встретиться с ней. Народная молва нашла свое подтверждение. На обочине трассы Аркалык-Амангельды в 73 километров от Аркалыка прямо из-под земли бьется родник. Его живительная влага отличается особым вкусом и абсолютной прозрачностью. Возле родника всегда многолюдно, так как проезжающие непременно делают остановку в этом месте. Здесь же располагается придорожная чайхана, привлекая путников ароматным чаем из родниковой воды. Неподалеку высится искусно выполненная фигура орла, которая служит для путников своеобразным степным символом. На его фоне фотографировались и иностранные гости. Жасулановцы во время одной из поездок в рамках экспедиции встретили в дороге квартет путешественников из Австрии. В ходе завязавшейся беседы с дружной четверкой выяснилось, что они являются учащимися одного из венских вузов. Любители экстрим-путешествия представляли собой колоритное зрелище. Обгоревшие на солнце, с обветренными лицами, они путешествовали на стареньком москвиче с открытым верхом. Многострадальное авто было загружено до предела, и верх этого сооружения венчала мачта с парусом. Весело пообщавшись друг с другом, пожелав попутного ветра, жасулановцы и австрийцы обменялись сувенирами и договорились поддерживать между собой связь. Эта местность известна под названием Кумкешу – кочующие пески. Считанные сотни метров горячего мелкого песка действительно создают иллюзию присутствия в пустыне. Но местность Кумкешу известна не только своей природной уникальностью.
В 80-е годы прошлого столетия неподалеку от этих мест были обнаружены останки человека, возраст которых насчитывает около 4000 лет. По словам местных старожилов, летом 2006 года ученые здесь обнаружили еще более древние останки человека, который обитал в этих местах приблизительно 5000 лет тому назад. В райцентре Амангельды расположен двухкупольный мавзолей, где захоронен Габдулла-Улы Сатыбалды-Ишан. Мавзолей был сооружен в 1899 году старшим сыном Сатыбалды-Ишана Мырза-Ишаном. Сатыбалды-Ишан был одним из просвещенных богословов своего времени. Практически с измальства он стал постигать религиозную науку. Получив благословение своего второго отца Шумака, мальчик с детства остался сиротой, Сатыбалды отправляется в Ташкент. После долгого пути, пережив многие лишения и мытарства, он поступает в ташкентское медресе, а затем его направляют, как прилежного ученика, на учебу в Бухару. Учебе он посвятит 14 лет. Затем, выдержав экзамен перед членами Головного Центральноазиатского мусульманского совета, он единогласным решением удостаивается почетного звания Ишан. Скоро он совершит свое первое паломничество в мусульманскую святыню Мекку. К этому времени он уже становится известной личностью, и слава о нем доходит до родных земель в Тургайских степях. Правитель Тургайского уезда Сулеймен через своего гонца шлет приглашение Сатыбалды Ишану. Тот с радостью принимает приглашение. В народе сохранилось много историй, свидетельствующих о сверхъестественных возможностях этого человека. Но величие этого человека заключается не только в его божественном даре. На родной земле он учил своих земляков не только исламу, но и многим житейским премудростям, которые он постиг за долгие годы странствий и жизни на чужбине. Неподалеку от Джиланшика вдоль дороги стоит большой памятный знак. После гибели Амангельда Иманова его похоронили здесь, потому что сам Батыр родом из этих мест. Потом была сделана эксгуманизация, и останки Батыра перезахоронили в райцентре Амангельды. И сейчас памятник Амангельды Иманова, предводителя народного восстания 1916 года, одна из скульптурных достопримечательностей районного центра. Собственно, памятник является местом захоронения народного героя. Именно здесь, на небольшой уютной площади, перед Домом молодежи и юношества, покоится его прах. Цветы к подножью каменного изваяния Амангельды Иманова возлагаются не только по праздничным датам. Памятник – традиционное место возложения цветов для молодоженов. Амангельда Иманов с оружием в руках принимал активное участие в установлении советской власти на родной земле. Он в качестве делегата принимал участие в работе съезда Советов Тургайской области, который состоялся в Оренбурге в 1917 году. Во время работы съезда отряды атамана Дутова предприняли штурм с тем, чтобы захватить стратегически важный населенный пункт, а заодно расправиться с большевистскими лидерами Степного края. Иманов, как и все делегаты съезда, встал в ряды защитников города. Погиб Амангельда Иманов от рук своих идейных противников 18 марта 1919 года. Здесь же, в районном центре, находится и музей Амангельда Иманова, в котором все экспозиции рассказывают о жизни великого батыра казахского народа. Необычный мавзолей с 8 гранями из красного кирпича принадлежит двоюродному брату Амангельды Иманова Кошимбеку Иманову. Кошимбек был очень авторитетным, грамотным человеком. Именно он в юные годы воспитывал Амангельда Иманова и помог ему получить образование. Кошимбек Балыкович – первый, кто построил медресе в окрестности Убалы. Есть версия, что один из лидеров Алаша, Мыржак Абдулатов, преподавал в медресе Кошимбека.
два памятных знака. Эти скромные сооружения возведены в честь одного из сражений сарбазов Амангельда Иманова с царским карательным отрядом. На обелиске четко проглядываются цифры, указывающие на дату сражения, которое произошло у озера Татыр. В этом сражении проявился полководческий талант Амангельда Иманова. Заросшие камышом берега небольшого озера позволили восставшим казахам под предводительством Амангельда Иманова нанести неожиданный удар по карателям. Весть об этом сражении разнеслась по всей казахской степи и укрепила авторитет Амангельда Иманова и других его соратников. Село Аккуль – родина Ахмета Байтурсынова. К сожалению, дом, где он родился и вырос, не сохранился. Остались только следы фундамента былого дома да скромная памятная доска, напоминающая о том, что здесь жил Ахмет Байтурсынов. Он оставил яркий след в отечественной истории. Ахмет Байтурсынов принадлежал к числу образованнейших людей своего времени и пользовался огромным авторитетом как лидер политического движения Алаш-Орда. Ахмета Байтурсынова, как и других лидеров партии Алаш-Орда, постигнет незавидная участь быть репрессированным. В 1937 году он, не выдержав пыток и лишений, найдет свою смерть в одном из лагерей ГУЛАГа. Последний раз ему довелось побывать на своей родине в 1924 году. Можно предположить, что, будучи вдалеке от родных мест, где прошло его детство и отроческие годы, он не раз вспоминал о родных просторах. Наверняка в его воображении рисовался родной дом в самые тяжелые минуты его жизни. Благодаря экспедиции аулом Алтын-Бесігім дом Ахмета Байтурсынова был реконструирован. Он был восстановлен местными жителями сел Аккуль и Карасу по народному методу Асар, что называется «всем миром строился». К счастью, удалось выйти на членов семьи, которая проживала в этом доме в 50-е годы. И по их рассказам была произведена реконструкция дома. Бригадиром и главным строителем дома является потомок Ахмета Байтурсынова Балкабай Калиев, житель села Аккуль. Жасулановцы, по чьей инициативе удалось реконструировать дом, теперь надеются, что таким же образом, по рассказам старожилов, по старым фотоснимкам, удастся восстановить интерьер дома Ахмета Байтурсынова. И тогда он сможет обрести статус дома-музея. Омар Алмасов – один из лидеров партии Алаш-Орда, единомышленник Ахмета Байтурсынова. Он похоронен близ села Аккуль. Так как имя народного учителя в советское время нельзя было даже произносить, житель села Аккуль Жакыббек ночью тайком построил мавзолей в память Омара Алмасова. Эти сведения получены от родной внучки Жакыббека, Жакыббековой Рабиги Шилтеновны. На сегодняшний день, к сожалению, от мавзолея мало что осталось. По свидетельству старожилов, жителей аула Кукалат, прежде их односельчанам приходилось испытывать проблемы с водой. Ситуация коренным образом изменилась в 1926 году, когда на реке Кабырга была построена плотина, благодаря которой жители многострадального аула наконец-то обрели живительную влагу. В благодарной памяти народа сохранилось имя человека – Айса Нурманов. Айса Нурманов был гидротехником. По его проекту жители аула народным методом Асар выстроили это сооружение. Заслуга Айсы Нурманова заключается в том, что он сам разработал этот проект и сумел обосновать его в вышестоящих официальных инстанциях. К сожалению, заслуги Айсы Нурманова перед народом не помогли ему избежать трагической участи в годы репрессий. Этот человек, сделавший столько полезного, был объявлен врагом народа. Кипчак Сейиткул остался в истории как незаурядная личность. Он был одним из первых, кто освоил земледелие. Примерно 3 столетия тому назад, когда основным занятием казахов было скотоводство, мало кто обрабатывал землю и сеял. Между тем, по словам сведущих людей, Сейиткул Маман-Улы не только сам освоил земледельческую науку, но и научил этому своих земляков.
В Торгайские степи он перебрался в период, вошедший в историю как годы Великого бедствия. На берегу реки Кабырга он основал аул. С целью обеспечения безопасности, по его инициативе, вокруг аула было выстроено укрепление в виде оградительной стены. Благодаря предусмотрительности Кыпшак Сейткула аул выжил, выстояв в лихую годину. Пригодилось и умение кормиться с земли, выращивая пшеницу и другие зерновые культуры. Районный центр Торгай. Он примечателен своими музеями. Среди них музей Алиби Жангильдина, великого просветителя Ибрая Алтынсарина, выдающихся сынов казахского народа Ахмета Байтурсынова и Мыржакыпы Дулатова, легендарного батыра и искусного полководца Шакшака Жанибека, а также народного акына Нурхана Ахметбекова. Они составляют гордость не только земли Торгайской, но и всего Казахстана. И музеи в их честь – одна из главных достопримечательностей Жангильдинского района. Мемориал в честь Шакшака Жанибека высится на искусственном кургане и представляет собой монументальное сооружение, которое увенчано стилизованным куполом. Этот памятник служит напоминанием о том, откуда родом Шакшак Жанибек, который сыграл одну из ключевых ролей на переломном моменте истории Казахстана. Неподалеку от этих мест некогда располагался родной аул Батыра. Императрица Екатерина за заслуги перед Россией удостоила Шакшака Жанибека высоким военно-административным чином Тархан. Примечательно, что останки Батыра покоятся в святом для всех мусульман мавзолее Ахмета Ясауи. Одним из самых известных мест Жангильдинского района является горячий лечебный источник, который бьет прямо из земли. Источник находится приблизительно в 43 километрах от Торгая. Эту благодатную уникальную местность называют Кызыл-Кудук. Рядом с лечебным источником расположена лечебная грязь, которая занимает достаточно большую площадь. Этот своеобразный природный лечебный комплекс известен с 1979-1980 года. И, по словам старожилов, сюда в надежде избавиться от хвори приезжают люди со всех уголков не только нашей республики, но и из дальнего и ближнего зарубежья. И большинство из них, как свидетельствуют очевидцы, полностью излечиваются. Белоснежная соляная гладь, простирающаяся на сотни метров недалеко от райцентра Торгай, близ села Сужарган, завораживает путников. Жители аула издавна используют местную соль. Для них это промысел, который служит источником дохода. Трудно определенно сказать об объемах или запасах соли. Скорее всего, это безграничный возобновляемый природный ресурс, который образуется при испарении соленого озера. Сарыкопинский заповедник. Он простирается в длину почти на 50 километров. Этот природный уголок представляет собой цепочку небольших озер, местами обильно заросших камышом. Из-за камышовых скоплений заповедник и получил свое название. Сарыкопа, дословно с казахского «желтые камыши». Эти места богаты на живность, а в озерах обитает множество видов рыбы. Сарыкопа является местом обитания редких птиц, которые занесены в Красную книгу. В 1986 году местность Сарыкопа обрела статус заповедника, благодаря чему флора и фауна сохранились почти в первозданном виде. Имя Утей Батыра стоит в одном ряду с именами выдающихся героев казахской земли. Он прославился своей воинской доблестью. В конце 17 века Батыр принял свой последний бой далеко от родных мест.
В сражении против калмыков Отей был смертельно ранен и похоронен с воинскими почестями на территории нынешней Атырауской области. И поныне в народе о нем слагают легенды. В память об этом человеке в окрестностях села установлен своеобразный обелиск, который служит местом поклонения. Летом 2009 года в селе Кызбель Жангельдинского района, которое считается исторической родиной Отей-Батыра, состоялись торжества в честь его 300-летия. Юг Костанайской области, в частности Торгайский регион, славится своим природным разнообразием и богатством своих недр. Он представляет собой до конца неизведанный край, потенциал которого неисчерпаем и бесконечен. Требует к себе пристального внимания историческое прошлое древнего Торгая, который не раз становился эпицентром судьбоносных событий. В этом фильме отражена лишь маленькая толика материалов, собранных в ходе экспедиции Аулым Алтын Бесыгым. А впереди еще немало увлекательного и неизведанного, которое ждет своих открытий.